Ну, детство у меня прошло так, ну, обычное детство у меня было, прошло так же, как у всех остальных детей, то есть ничем не отличалось. Всегда был накормлен, всегда одет, родители у меня живы-здоровы, руки, ноги есть. Ничего плохого о своем детстве рассказать не могу. То есть все было стабильно, все неплохо. Ну, то есть счастливое детство я провел, не могу сказать, что плохое. Возможно, меня воспитали так, чтобы я думал, что у меня счастливое детство. Я не замечал плохие моменты, вот. Вспоминали, что хорошие. Родители у меня в разводе, то есть они у меня с первого класса уже были в разводе. Как я только пошел в первый класс. Мама у меня работает торговым представителем, зарплата у нее небольшая, то есть для Омска это, ну, средняя зарплата. Отец у меня более-менее добрый, то есть по сравнению с мамой. Мама у меня строгая, то есть воспитывала меня так, ну, в отличие от отца, построже. Я прошел 2 школы. Я сначала учился в обычной школе, это 53-я школа, Старокировский, город Омск. Там я доучился до 4 класса, там у меня были хорошие отношения с учителями, я до сих пор помню свою учительницу. Потом я перешел, поступил в кадетскую школу, это было мое желание, не желание родителей, то есть я не насильно туда поступил. Там я провел вот такой важный этап взросления, мне там очень все нравилось, я там жил 6 дней в неделю. Одноклассники, я помню хорошо одноклассников с кадетской школы, в начальной школе я не помню, я с ними почти не общаюсь, а вот с кадетской школы я общаюсь со всеми, ну, стараюсь поддерживать общение со всеми. Одногруппники у меня, я учился в автотранспортном колледже на туристе. Часто учителя мне говорили, что ты же умный парень, тебе нужно учиться, старайся. Я не понимал, почему они не могут от меня отстать. То есть я в кадетской школе учился на отлично, перешел в колледж, расслабился, там не было такой строгости, не было такой дисциплины, контроля. И в колледже я очень сильно расслабился, начал учиться на тройке, на двойке, не ходил на пары. То есть если у меня были первые, допустим, 2 пары с утра, то я спал до обеда, потом только ехал на пары. И вот и учителя мне все время говорили, что я должен учиться, должен успевать, хотя я не понимал, почему от меня не могут отстать. Меня часто тянули, мои одногруппницы мне давали списывать, помогали мне как-то в учебе. Им за это огромное спасибо. Я вот помню вообще всех там, одногруппников особенно, ну, то есть парней. Вот. И последнюю дипломную работу, они мне тоже, учителя, помогли мне, я защитил ее на 4, хотя дипломную работу вообще сам не писал, то есть просто прочитал. Ну, я считаю, что на тройку или даже на двойку, а учителя мне поставили 4, потому что они хотели, чтобы я вышел хорошистом из их колледжа. Вообще я начал заниматься музыкой в 11 лет. Я мне родители купили новый компьютер, также купили на день рождения микрофон студийный, мой первый профессиональный микрофон. Я записывал дома треки по выходным, то есть когда приезжал с кадетки, записывал просто приколы, пародии на треки какие-то популярные, которые играли в то время, ну, были на слуху. Записывал про друзей. Мой первый трек я записал, не помню точно в каком году, но я, по-моему, уже учился в колледже. Записал первый трек, не имея опыта вообще. Я пришел на студию, записал. Текст был так себе. Я снял свой первый клип, тоже не имея опыта, не имея никакого бюджета абсолютно, то есть у меня не было денег вообще. Нашел мужчину, который снял нам клип. Также спасибо Смотра 55 за то, что нам выделили машины, поддержали меня. Еще была такая кальянная культура, дала кальянную на весь день, еще спонсировала нас кальянами. Ну, то есть не только деньгами, еще и кальянами нам. Сняли первый клип, он был ужасный, мне за него до сих пор стыдно. Но это был крутой опыт, то что с нулевым бюджетом, с нулевым опытом мы сняли первый клип, и вот в своем районе, то есть в Старом Кировске, это подняло немало шороха, то есть все об этом знали, так как много кто меня знает, и вообще я много кого знаю, все об этом знали, о клипе. Сейчас до сих пор люди этот трек выкладывают себе на стены ВК, то есть если вбить там в поиске мой старый никнейм, то можно увидеть, как люди до сих пор выкладывают этот трек себе на стены, хотя трек, ну, он реально не тянет, ну, чтобы его выкладывали. А сейчас вот это интервью выйдет, когда уже выйдут 2 трека. Вот если вы поддержите как-то нас, будете выкладывать его себе в ВК на стены, будете отмечать, выкладывать его в сторис, то будет очень приятно и будет чувствоваться поддержка. До того, как я подписал контракт с менеджерами,
ну, то есть с людьми, которые начали серьезно заниматься мной. Я 2 года им писал, они меня не брали, и вот как только они приехали в Омск забирать одного мяча, ну, парни реально талантливые, в отличие от меня, они начали, ну, то есть я приехал к ним, мы с ними подписали контракт, обговорили все условия. Я условия не читал, контракт тоже не читал, потому что для меня это не главное. Главное, чтобы они мне помогали, как-то направляли меня. И вот первое, что они сделали, отправили меня на вокал. Я 3 дня отходил, потом забил, начал работать, потому что работа для меня была важнее. Я должен был помогать своим родителям, потому что я не мог сказать маме, что я хожу на вокал и пропускаю рабочие дни, когда я зарабатываю и помогаю родителям. Я ходил на вокал, потом я забил. Также я должен был уже давным-давно записать свои первые, вот эти первые треки с менеджерами, ну, то есть с Вовой и Мишей их зовут. Вот. Должен был уже давно записать на студии, но я также, так сказать, проебывался, прогуливал. И у меня никак не доходили руки съездить на студию и записаться. А сейчас у нас цели это до Нового года выпустить 5 треков, под Новый год дать концерт в Омске с 5 треками и с диджеем, который будет выступать между треками. Так что под Новый год будем, скорее всего, уже выступать. Вот, хотим активно заняться музыкой, то есть все серьезно, чтобы было. Музыка будет на всех площадках, абсолютно на всех, в ТикТоке, в Инстаграме, сможете добавлять его в историю, он будет на всех музыкальных площадках, в Apple Music, в ВК, в Буме, Spotify будет, везде будут наши аккаунты, карточка музыканта. Сейчас мы серьезно начали с фотосессией, у нас будет фотосессия, то есть все будет оформлено, все аккаунты. Также создали новый Инстаграм аккаунт, где будут выкладываться сниппеты на все треки. Так что можете подписываться, здесь где-то плашечка вылетит. Можете подписываться на этот аккаунт, там будет выходить вся информация о музыке, вся информация о сниппетах, о датах выхода треков. Все будут фотосессии там выходить и информация о концерте. Ошибки в моей жизни занимают важную роль, потому что если бы не ошибки, я бы, скорее всего, давно бы уже научился петь, серьезно занялся бы музыкой, у меня было бы музыкальное образование. Так как я начал гулять, я перестал заниматься музыкой в какой-то момент, начал гулять, связался не с той компанией, ну и поплатился за это. Сложности в жизни. Недавно у меня была такая проблема, у меня было две цели в жизни. Если я не занимаюсь музыкой, то я иду в армию, так как я закончил обучение в кадетке. Для меня важную роль играла военная жизнь. И первая цель для меня была это армия, потому что там стабильная зарплата, там квартира, а для омских пацанов, которые не имеют там богатых родителей за спиной, у которых нет богатых родственников тоже за спиной. Единственный шанс как-то получить квартиру, заработать на нее, чтобы не пахать всю жизнь на заводе, это идти в армию, подписывать контракт и зарабатывать квартиру, служа, как-то проведя время свое в армии. И вот я подписал контракт, все хорошо, собирал полгода документы. На 10 декабря 2020 года мне назначили вылет, меня подписала часть из города Анапы. И у меня находит болезнь, хроническое заболевание, и просит 25 тысяч, чтобы чтобы как-то закрыть эту болезнь, чтобы не обращать на нее внимания, чтобы подписать контракт, чтобы я уехал. Все, родители мои оплачивают 25 тысяч, и потом на следующий день нам звонят и просят еще 50, у меня этих средств не было, я не был готов как-то напрягать своих родителей, чтобы они оплачивали такую большую сумму, чтобы я ушел в армию, так как многие пацаны сейчас платят по 200, чтобы не идти в армию. Я бы платил 75, чтобы уйти в армию. Я начал после этого гулять, так как все мои планы нарушились. Начал гулять, долго не мог собраться с мыслями. И ехал как-то домой на своей машине. Машину я тоже заработал сам, то есть купил. Потому что я всю жизнь понимал, что пока я сам не сделаю, то есть родители мне точно не купят, потому что для них это дорого и это накладно. Они и так зарабатывают немного. На машину заработал сам, работая на заводе. И вот когда я ехал домой, получается, возвращался, попал в крупную аварию, задел 4 машины, разбил машину.
сам чудом выжил. Ну, то есть приехали гаишники, прошел медобследование, и приехал мой отец. И я знал, что у меня найдут запрещенные вещества на медобследовании, на медэкспертизе. Но родителям я ничего не сказал, поэтому не получилось решить на месте эту проблему. Через неделю я уже признался родителям, что у меня точно найдут что-то. Мы не стали ждать результатов. И повезли взятку, ну, то есть гаишникам. Я уже могу об этом открыто говорить, потому что суды уже закончились, и меня уже никто не тронет, по сути. Ну, я надеюсь на это. Повезли взятку, 80 тысяч. Меня, как только я отдал деньги, на выходе из ГАИ меня принимают полиция на взятки особо крупный размер. Начинаю судить за взятку, проходит там 2-3 суда. Мне открывают статью. Потом Следственный комитет говорит, чтобы я купил рецепт, и они закрывают мне статью. Я покупаю рецепт за 30 тысяч. Все эти деньги я занимаю у своего дядьки. И вот покупаю рецепт, отдаю рецепт, все, статью все закрывают. Все у меня вроде бы налаживается. Я несу этот рецепт в суд, чтобы меня не лишали прав. И меня начинают судить за подделку документов. В то время у меня был очень сложный период в жизни, потому что дома я каждый день ссорился с родителями. То есть дома была напряженная обстановка. В тот момент от меня отказались все родственники, братья и сестры. Они меня не понимали, ну и не старались понимать. Никому было не интересны мои проблемы. Справлялся с ними сам. Депрессия. Да, очень сложный тоже период в моей жизни, потому что вот у меня были все проблемы, как я уже сказал. Я приходил домой, ссорился с родителями. Меня никто не понимал, как я уже сказал. Родственники меня не поддерживали, друзья меня не поддерживали. Я остался наедине с собой. Я начал употреблять. Ну, то есть я до этого употреблял. У меня был близкий, есть близкий мне человек. Мы с ним употребляли 3 года. То есть это эффект от этого наркотика, как 2 пачки пива примерно от одной дозы. Ну, и, соответственно, если ты пьешь больше, употребляешь больше, то и эффект тоже будет больше. И вот мы с близким для меня человеком употребляли 3 года. И в тот момент, когда у меня были жесткие проблемы, тоже приходилось употреблять, потому что я не мог приходить домой пьяный. Мне было стыдно перед родителями. И то, что я и так крупно накосячил, завел семью в проблемы, в долги. И я употреблял, чтобы как-то забываться от проблем, чтобы не думать о них. Наркотики давали мне время подумать, время разобраться в себе, время забыть о том, что у меня проблемы, время забыть о том, что я остался один, без друзей, без родственников, без сестер, без братьев, только с одним близким человеком, с которым мы продолжали употреблять. То есть мы с ним не могли остановиться, потому что у нас начинались проблемы, мы начинали употреблять, чтобы о них забыть. У нас было все хорошо, мы употребляли, потому что у нас хорошее настроение. И вот как-то так мы с ним употребляли, и на этом все закончилось. Скорее всего, мне помогло работа, контракт, то, что на меня обратили внимание, меня это замотивировало. Но мои родители относятся к музыке очень плохо, потому что они считают, что это несерьезно, считают, что я переболею, так сказать, это. Подрасту, стану серьезнее и забуду о музыке. И считаю, что мне нужно работать, потому что работая, я зарабатываю больше денег, я помогаю родителям, я их поддерживаю деньгами. То есть недавно я смог купить маме телефон, я подарил ей свою машину, которую купил сам. Сейчас я эту машину продал, покупаю маме новую машину. Я поддерживаю сестру, то есть финансово, помогаю отцу тоже финансово. И они считают, что я должен работать на заводе, зарабатывать деньги и также поддерживать. Но это, скорее всего, правильно, пока я не начал зарабатывать на музыке. И родственники тоже считают, что музыка это несерьезно. И никто из друзей меня особо не поддерживает в музыке. Никому это не интересно, потому что я всем рассказываю, то есть делюсь информацией какой-то о фотосессиях, о том, что у меня какие-то съемки проходят, о том, что я записываюсь. Все как-то в моменте говорят: «Вау, круто», а
через неделю уже забывает о том, что я им показывал, включал какие-то демки, включал какие-то треки. Ну, я понимаю то, что это никому не интересно до того, как я добился результата. Любовь в моей жизни была когда-то, но сейчас ее нет, потому что у меня сейчас в личной жизни тоже какие-то напряги, так как у меня были проблемы, теперь мне стало сложно общаться как-то с девушками, потому что я им сразу открываюсь и не всегда получаю нужную реакцию, потому что девушки сейчас в наше время, ну, им сложно доверять, они часто после того, как я им открываюсь, рассказываю о своих проблемах, как-то делюсь информацией, они скорее не поддерживают, а пропадают через какое-то время, потому что никому не нужен парень с проблемами. А раньше, когда я только перешел с кадетки в колледж, я, ну, общался с девушками и думал о них как... Ну, короче, менял девушек как перчатки. А сейчас я, ну, стараюсь не открываться девушкам. Короче, меньше доверия, больше сомнений. И так. Я хочу повторить то, что я начинающий артист. Я... Мне будет приятно, если меня мои земляки будут поддерживать, мечи. Если вы будете репостить треки в истории в Инстаграме, будете выкладывать трек себе на стену в ВК, то есть делать записи. И если мы чего-то добьемся, то вместе под Новый год бахнем крутой концерт. Дай бог, все будет нормально, у всех все получится и все, да. Было сложно.